see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me play forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, please be true. In other words, I love you. Салям алейкум, в эфире программа Jungle Studio. Сегодня у нас в гостях дуэт Дарина Кириллко и Владимир Стрельчук. Салям алейкум, хош келдинез. Алейкум салям. Алейкум салям. Как настроение, друзья? Чудесное Прекрасно. настроение. Очень нравится у вас. Да. Добро Да, пожаловать. Душевно и радостно. Спасибо. Расскажите о себе, как вы нашли друг друга, как вас свела судьба. Как бы с чего начать? Непонятно. Это долгая история, да. Сначала. Мы учились вместе когда-то. Да, это было давно Это довольно. очень много лет. Очень много лет назад, да. Вот, а потом я увидел по телевизору знакомое лицо. И мне захотелось с этой девушкой спеть. И вот мы здесь. Ну прям, ну конечно, это сокращенная раз в 10 история. Вот. Да, ну теперь твой выход. Ага, вот так, значит. Давай свой Всегда, версию. когда надо много говорить, Это обрубается. Дарина. Женщина. Это Да, Дарина. да. Вот. Ну, как сказать, я еще в институте, когда училась, слышала, что Володя поет, у него была своя группа, они участвовали там во всяких фестивалях, авторские песни, все хорошо, классно, но мы особенно не общались.
Вот, а потом, да, после моего участия в одном телешоу, тоже не спустя, ну, не из-за телевизора, по сути, даже, а даже другим интересным способом Володя меня нашел. Меня взяли одно интервью, которое запостили в определенных группах, и только там, на которое он подписан был, в общем, вот только там он меня увидел, представляете? В общем, все запутанно и трудно. И когда мы увиделись, еще не было никаких там идей для того, чтобы вместе петь. Я просто помню эти вопросы у Володи. То есть он говорит мне: как ты думаешь, вообще можно ли совмещать две вот такие сферы жизни, как там основная профессия, в его случае это военная сфера, вот, и музыку. Я говорила и продолжаю говорить, что, конечно, можно, просто, мне кажется, здесь у каждого свой путь. Поскольку у нас образование не музыкальное, высшее, поэтому в любом случае у нас музыка как вторая часть жизни. У кого-то она первая, у кого-то вторая, но в любом случае без музыки мы жить не можем. Вот, поэтому мне было интересно послушать его авторские песни. И вот представьте себе, только, наверное, через сколько? 2,5 года он мне их показал. Представляете, надо было ждать очень долго. Не шукай ніде адресу мою, не пиши мені листів. Голос твій, немов солодка зброя після сотень довгих днів. Знаю, поруч ми з тобою ходим, намальовані у снах. Не зустрінемось ми випадково на житті в наших стежках. Зупини мій час, в казці не про нас, там, де ти здалась без бою, там, де небо сміх, бракувало слів, знов поклич мене з собою. Ти промов мені лише півслова, я втомилась в цих стінах, заспіваю тобі колисково, засинай в моїх руках. Сотні днів сумних залиш позаду, на любов зміни печаль. Ти знайдеш в мені свою розраду, не кажи мені прощай. Зупини мій час, в казці не про нас, там, де здався ти без бою, там, де не посмів, бракувало слів, знов поклич мене з собою. Зупини мій час, В казці не про нас, там, де ми здались без бою, там, де не посмів, бракувало слів, знов поклич мене з собою. Бракувало слів, знов поклич мене з собою. З собою.
знаю, что у вас был очень интересный период в жизни. Расскажите о нем. Вот как Да, раз вот, это собственно, время. Собственно, такая пауза длинная была из-за событий небезызвестных вам. И я поневоле стал их участником. Вот. Ну, я как военнослужащий, я был на Востоке и был связан с этими всеми вещами. Вот, потому в этот период жизни мне было не до музыки, мягко говоря. Вот так. И что вас привело к творчеству? Да, на сегодняшний день, почему я здесь, собственно, почему я могу позволить себе заниматься творчеством, потому что закончился мой контракт, подписанный давно с вооруженными силами, и я решил уволиться, потому что любовь к музыке, она все-таки победила во мне, и я принял такое решение. Нелегкое, признаюсь честно. Теперь не жалеете? Еще рано, наверное, говорить о чем-то, потому что это произошло буквально вот только сейчас. Пока нет, пока мне хорошо. Хорошо. Ну, как у вас взаимоотношения в дуэте? Не выстраивают По-разному. военные отношения? По-разному. Меня слушайте все. Как вы это узнали? Как вы это узнали? Да, мне кажется, тут не нужно быть. Да. Просто мы, как Володя недавно мне сказал, говорит, мы просто сильные личности оба в дуэте, поэтому Ну да. важно находить компромиссы, любые споры заканчивать все-таки каким-то позитивным исходом, вот. Но пока работаем. Как видите, мы у вас в Кто у вас главный в дуэте? Ох, вот Мужчина, это... конечно. Мудрая женщина Потому что, сказала мне кажется, мужчина. Мне кажется, они договорились, потому что что-то здесь не так. Что-то не так здесь. Знаєш, розправивши плечі, не знайдеш вже ніколи шлях назад. Бачиш, стираються межі, коли вітрил вже піднято каскад. В тебе є життя, маєш пару крил, безліч фар, багато сил. Пригадай слова, ті, що чув колись, і створи нових картин. Душа бажає свята, свята. Поруч сотні посмішок людей, не варто зупинятись, кохати. Кожен з нас живий фонтан ідей. Стане безмежно малим світ для того, хто з вогнем світло відчуєш у нім, багатим станеш новим днем. В тебе є життя, маєш пару крил, безліч фар, багато сил. Пригадай слова, ті, що чув колись, і створи нових картин. Душа бажає свята, свята. Поруч сотні посмішок людей, не варто зупинятись, кохати. Кожен з нас живий фонтан ідей.
Я бажаю свята, свята, поруч сотні посмішок людей. Не варто зупинятись, кохати. Кожен з нас живий фонтан ідей. Когда придумаете название вашему дуэту? Скоро. Вопрос сложный. С одной стороны говорят, что как корабль назовете, так он и поплывет, но мы работаем сейчас над наполнением. Мы думаем, что если продукт будет хороший и интересный, то название придумать это не есть проблема. Вот. Мгм. Ну, а, например, вас приглашают на те или иные мероприятия, как вы называетесь и как вы себя представляете? По именам. Просто пока по именам, да. По именам. Скажите, пожалуйста, в чем успех, секрет успеха молодых исполнителей в Украине? Очень интересный вопрос. Что скажешь? Ой, вы знаете, мне кажется, здесь нет какого-то одного универсального рецепта, потому что настолько все индивидуально, у каждого артиста есть своя абсолютно история, своя картинка, свой смысл в музыке, и здесь не могут сработать одни и те же, например, там каналы для всех, поэтому кто-то за счет какого-то образа, кто-то за счет именно качества песен, и вот если они хиты, тогда они стопроцентные хиты, и здесь уже неважно какой образ, что, как, к чему. Вот, мне кажется, самое главное все-таки надо оставаться вот самими собой и не играть в какие-то образы, и нести только то, что вот как бы говорить о том, о чем есть сказать, что вот знаете, бывает так, что музыка в наше время, мягко говоря, бессмысленна. Вот, и поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы у нас было больше песен, которые смогут быть вечными, такими, как есть уже очень множество песен из нашего прошлого, например. Соглашусь, особенно с вот этой мыслью, что подходить к микрофону или вообще браться за инструмент нужно только в том случае, когда тебе действительно есть что сказать. А в противном случае, наверное, не стоит этого делать. Есть Не что стоит. сказать. А если, допустим, вот талантливый человек, да, и не может высказать все, что он думает, и Но он так же далее. пишет, он же А если он не пишет, пишет, может быть, просто он исполняет, просто но исполняет. талантливый. Например, может быть, конечно, это будет очень нескромно, но я скажу о себе, не знаю, конечно, кто как оценивает мой талант, но я не могу себя назвать экстравертом, но на сцене мне проще петь, чем разговаривать, например, и поэтому, когда я пою, у меня есть свой мир, в который я вхожу, и вот, и мне очень в нем комфортно. Мне кажется, здесь талант, если дается вот такой там исполнительский какой-то талант человеку, то обязательно будут даны силы для того, чтобы выйти, куда бы это ни было, на сцену, перед камерой, где угодно, и вот войти в этот свой мир и исполнить вот какое-то произведение. При долині кущ калини нахилився до води. Ти скажи, калино, як попала ти сюди. Ти скажи, калино, як попала ти сюди. Якось ранньою весною козак правий прискакав, милувався довго мною,
а тоді з собою взяв, милувався довго мною, а тоді з собою взяв. Він хотів мене калину посадить в своїм саду, не довіз, та в полі кинув, думав, що я пропаду, думав, що я пропаду, не довіз, та в полі кинув, думав, що я пропаду. Я за землю хопилась, стала на ноги свої і навіки оселилась, де вода і солов'ї, де вода і солов'ї, навіки оселилась, де вода і солов'ї. В каких стилях вы играете музыкальных? Ну, это не назовешь каким-то одним определенным. Наверное, мы ищем себя, мы пробуем разные. К тому же на данном этапе мы в основном играем кавер-музыку. У вас есть бенд, я знаю, да? Да. Кавер-бенд. То есть если мы и играем свое, то этого пока еще очень мало. А играем мы разную музыку, от народной, джаза до даже рок-н-ролла. Рок-н-ролла. Да. У нас, да, и популярная музыка, и вот у Володи это рок-н-ролл, очень много крутых роковых песен. У меня больше все-таки по лирике, вот, по джазу. Да, то есть мы еще пока ищем вот эту точку, где нам классно и комфортно. А вот по поводу состава. Вы хотите оставаться в дуэте, в таком же составе, или, может быть, дополнять какими-то еще инструментами, музыкантами? У нас есть группа, там у нас аж 7, вот, и поэтому у нас есть возможность делать разного вообще состава песни, разные инструменты использовать, причем ребята у нас настолько талантливы, что они могут играть на нескольких инструментах, ну, не одновременно, конечно, но в смысле, что наш барабанщик играет на аккордеоне и поет, например, клавишник вообще на всем на свете играет, и сам тоже и звук, и делает, и монтирует, видео снимает. В общем, они прям супер все очень талантливые. Ну и мы не загоняем себя в рамки какие-то. Мы можем исполнять как в дуэте, так и с группой, так и, например, вот у меня есть композиция, которую я бы очень хотел исполнить с музыкантами. То есть это будет вообще какая-то другая история. Я хотел бы, чтобы это была рок-группа, вот, но то есть мы ищем варианты, и мы открыты для этого мира, я думаю. Sucha szynda
tane evleri var, hane hane deneleri var, tane tane. Haydi ağlı güzel, dudağı balı güzel, yanağı golü güzel. Haydi ağlanayım, belini bağlanayım, canından ayrılayım. Haydi ağlı güzel, dudağı balı güzel, yanağı golü güzel. Haydi ağlanayım, belini bağlanayım, canından ayrılayım. Спасибо вам большое за участие, за интервью, за вашу музыку. Спасибо Спасибо вам вам. большое за приглашение. И мы действительно, это, я бы даже сказала, наш первый опыт вот так в дуэте с авторскими песнями. Они впервые сегодня будут звучать. Поэтому спасибо вам огромное и вам классных музыкантов. Спасибо, это классное пожелание. С вами была программа Джанглы Студио. Оставайтесь на телеканале АТР, слушайте хорошую музыку.